Скажи мне, пожалуйста, вот я буду так хаотично, какие-то просто беседы, это никакое не Давай. интервью. Почему вот я все время об этом думаю, иногда даже просто просыпаюсь среди ночи, думаю, что-то написать, и не знаю, что написать. Мне нет ответа. Хотя некоторые вещи пишу быстро и легко, а некоторых вещи я не могу найти ответа на них. Почему? Вся история, ну, обозримая история Украины и с давних времен и по сей день говорит нам только одно. В нашей стране гибнут, страдают, оказываются в изгнании наиболее достойные люди. Ну, так часто бывает в истории разных стран, да, то есть, понятно, прогресс за сопротивление, там, война, там, независимость и так далее. Но что самое гнусное в этой истории, что есть другая сторона этой медали. У нас всегда очень безнаказанно и хорошо жили предатели, всякие отщепенцы. И это до сих пор эта традиция продолжается. Что за проклятие такое? Вот почему-то так, почему вот не так у нас, как в других странах? Вот там добро побеждает, как бы, и зло, ну, как бы, ну, побеждено. А у нас оно возрождается, как феникс просто. Всегда. Я думаю, что это процесс, этот процесс происходит во всех странах, просто с разной интенсивностью. Есть откаты, есть победы. И я думаю, что это везде так же. А Украина исторически находится на такой территории, что тут вечно сталкиваются интересы разных противоборствующих сил. К сожалению, многие на этой земле привыкли выживать. Выживать значит принимать Форму сосуда. форму сосуда, да. И, возможно, уже участие населения это генетически сформировалось. Но, слава богу, у нас есть люди с достоинством, с понятием о чести, о справедливости. Ну, продолжение вопрос. Опять, вот я как считаю чудом то, что мой народ сохранился, потому что просто не все знают, я тебе скажу, да, это было 7 или 8 депортаций, из них одна тотальная 44 года, до этого почти тотальная, там 80% это 19 век, 60-е годы, но вообще с 1787 года, 83 года, с аннексией России первой. То есть фактически и нас выслали и забыли. И вот мы все-таки до сих пор еще существуем, да? И Украина для меня тоже вот такой же точно парадокс. И так пробовали, и так пробовали. И братьями называли, и языка у вас нет. И запрещали 20 раз язык, да, украинский. И все, что угодно делать. И как она жива до сих пор? Почему? Ну, может, Бог любит Украину. Я думаю, что в этом тоже есть истинное. Думаю, что так. А, Народ, который привык бороться, не только выживать за свое существование, на самом деле, не просто за жизнь, вернее, просто за жизнь, не просто за кусок хлеба. Потому что столько раз у украинцев и крымских татар очень много общего в этом плане. Вообще считаю одно и то же. Да, практически. Это вот так, значит, То же самое. ментально это все одно и то же абсолютно. То есть ощущения такие же. Скажи, пожалуйста, вот сейчас многие в унынии пребывают люди, в том числе из ветеранского какого-то корпуса, и патриотического. И многие говорят, что вот все плохо и будет еще хуже. А я, жизнь так меня научила, верю только женщинам. Я шучу, конечно. Мудрый мужчина. Я шучу, конечно. Мудрый мужчина. Я вру. всегда говорю, что в Украине скрытый матриархат. Да. Скрытый? Ну, Не я будем так- об этом. Я так Не будем об мягко этом, а то нам выражаюсь. грант не дадут феминистический. Вот. Я считаю, мое мнение, что в Украине всегда был матриархат. Вот здесь женщины очень сильные. И это вот реально. Это правда, да. Правда сильно. Я согласна с тобой, да. Ну вот. Так я тебя спросил. Ты меня спросил? Да. Еще раз. А то я Что я так тебя увлеклась. спросил? Женщина. Про уныние. Про уныние, да. Ну, я не думаю, что люди, которые действительно понимают, что происходит, испытывают уныние, потому что ты никогда не... В подобной ситуации ты не знаешь, что тебя ждет завтра. Это уже интересно. Конечно, многие устали от борьбы, особенно те, кто на диванах ее проводят. У них есть боевые диваны, это очень так... Их окоп это провал в диване. Вот этот вот, Да. Но те, кто действительно переживает о будущем страны, о будущем наций, которые живут на этой территории, всегда чувствуют перемены и готовятся действовать. Я думаю, что так.